Дорогой сын, для меня радость знать, что ты не пренебрегаешь мной. Сегодня многим из моих детей трудно слушать мои слова целый день. Многие из моих любимых детей не находят в течение дня даже 20 минут, чтобы послушать меня, потому что материальные заботы затмили духовные ценности. Однако ничто не мешает мне любить тебя безоговорочно. Моя любовь к тебе постоянна и вечна. Выразите свою благодарность, поставив лайк и подписавшись на канал в знак благодарности за безусловную любовь и милосердие нашего удивительного Бога. Сынок, пришло время позволить улыбке вернуться на твое лицо. Не позволяй одиночеству приблизиться к тебе. Позвольте мне, как любящему другу, обратиться к вам. Эта рука приносит с собой непоколебимую поддержку ангелов вокруг вас. Пришло время расслабиться, довериться и полностью отдаться моему руководству и воле. Потому что в божественном плане вас с нетерпением ждут великие проекты. Позвольте мне открыть вам радость, которая ожидает тех, кто преодолеет каждое желание или мысль, задуманную ранее. Твердо верьте, что кульминация вашего пути еще не раскрыта до конца, а светлое будущее превосходит все ожидания. Дорогие, благословения текут, как солнечные лучи, с каждым шагом, поскольку верные ангелы посвящают себя с неутомимой преданностью. Шепот Святого Духа направляет ваши шаги с проницательностью и ясностью, а исцеление приближается к вам, как нежный бальзам. Ничто из того, что восстает против вас, не будет процветать, ибо небесные силы внимательно следят за вашим здоровьем и финансами, наблюдая, как они умножаются, как звезды на ночном небе. Позвольте мне рассказать о каждом аспекте вашего путешествия. Почувствуй, как мое присутствие окутывает тебя защитными объятиями, поскольку желания, которые ты затаил, сбываются. Не сомневайтесь, ибо вы следуете правильным путем, освященным моим любящим руководством. Возможности, которые я готовлю для вас, поистине замечательны. Каждый ваш шаг – это звено в цепи, которое приведет вас к желаемому успеху. Продолжайте осуществлять свои мечты, поскольку вы являетесь получателем божественных благословений, руководствуясь любовью, которую я испытываю к вам, сын мой. Мой приезд уже близок и приносит с собой ветер перемен. Я деликатно шью возможности, которые вас ждут. Неожиданное вот-вот войдет в вашу жизнь, принеся благословения, о которых вы даже не подозревали. Вскоре на вашем пути появится кто-то особенный, идеально соответствующий вашим желаниям. Оживляющая волна благополучия уже в пути и быстро обновит ваше здоровье. У вас будут необходимые ресурсы, чтобы сбалансировать свои финансовые обязательства, а также благословить членов вашей семьи. Части головоломки складываются в вашу пользу. Сегодня я приоткрываю занавес, чтобы поделиться с вами этой тайной. Комментарий: я принимаю тайны Божии. Медленно открывается новая дверь, приглашающая вас исследовать неизведанное. Препятствия, с которыми вы столкнулись, вот-вот исчезнут, освободив место для ряда возможностей и даров, которые осветят ваш путь. А сейчас я прошу вашего терпения, пока мои планы тщательно разрабатываются среди вашей усталости. Я укрепляю тех, кто упорствует, принося утешение тем, кто чувствует себя брошенным. Вскоре знак моего присутствия станет очевидным, вновь разжигая пламя надежды. Если вы верите в это, запишите: Бог – это причина, по которой я мужественно встречаю каждый день.
Дорогой сын, я прошу тебя на минуту внимания, чтобы выслушать это послание всей глубиной своего существа. Пожалуйста, уделите мне немного своего драгоценного времени, полностью сосредоточившись на каждом слове, которое я говорю. Пусть отвлекающие факторы мира исчезнут. То, что я хочу сказать, выходит за рамки забот мира. Пожалуйста, побудь со мной еще немного, поделись своими сокровенными чувствами. Позвольте мне нежно снять с вашей души груз печали и разочарования своими любящими объятиями. Я предлагаю вам глубокий покой и полное спокойствие. Открой мне свое сердце, позволь моей заботе окутать тебя. Мои слова не напрасны и мои обещания не пусты. Моя цель – поднять вам настроение, заставить вас улыбаться каждый новый день, когда вы ищете моего присутствия. Я люблю тебя, вот суть моего послания. Ты уже знаешь эту любовь, верь в нее. Но сейчас я призываю вас по-настоящему жить в этой божественной любви, вновь открывая для себя радость, которая всегда была и всегда будет. В моих руках ты в безопасности. Ваш путь правильный. Крепко держите эту истину в своем сердце. Мои объятия всегда открыты для тебя, готовы услышать твои молитвы и призывы с каждым новым рассветом. Откройте глаза, глубоко вдохните, почувствуйте мое присутствие вокруг себя. Мне нравятся наши утренние беседы, когда вы подходите ко мне смело и с верой, веря, что я удовлетворю все ваши потребности. Поверь мне, когда жизнь преподносит тебе бури. Когда вы окажетесь окруженными испытаниями и конфликтами, не поддавайтесь искушению беспокоиться. Твердо стойте против шепота страха. Ваше доверие ко мне вполне оправдано. Я бы никогда не оставил тебя. Цените мое слово, помните его. Вспомни, как я избавлял тебя прежде, как я спасал тебя от врагов, как я спасал тебя от лап смерти и избавлял тебя от опасности даже в самые темные часы. Когда надежда казалась далекой, я вернулся со своим могущественным словом, творящим чудеса, и в вашей жизни произойдет еще больше чудес. Отдайте свое сердце в мои руки с непоколебимым доверием. Позвольте мне направлять и поддерживать вас. Я хочу защищать тебя день и ночь, внимательно наблюдая за тобой. Не позволяй отчаянию укорениться в твоей душе, ведь моя любовь к тебе бесконечна. Желаю тебе насладиться моим покоем и вновь обрести истинное счастье. Я наблюдаю за каждой слезой, которую вы проливаете, и слышу каждую молитву, которую вы шепчете, особенно тех, кто ищет защиты и помощи для своих близких, часто за которых вы горячо молитесь, оставляя других в стороне для своих собственных нужд. Это проявление обожания и благодарности глубоко трогает мое сердце. Когда вы приближаетесь ко мне, сохраняйте этот дух почтения, даже если вы подавляете свои просьбы. Знайте, что я готов благословить вас гораздо больше, чем вы себе представляете. Стойте твердо в своей вере, верьте, что я выполню все свои обещания. Будьте осторожны и не разочаровывайтесь, когда на вашем пути встретятся препятствия. Помни, твоя судьба в моих руках. Вы достигнете своих целей, и ваши мечты сбудутся. Никакая сила не может лишить вас благ, предназначенных для вас. Продолжайте идти с преданностью и искренностью в своем сердце. Ищите их, и пусть вашими первыми словами будут благодарность и похвала. Не позволяйте негативным мыслям погасить свет,
которые я несу в ваши дни. Примите возможности, которые я предлагаю в вашей жизни, и я подарю вам дар божественной проницательности, чтобы увидеть и понять благие планы, которые я имею для вас. Несмотря на недавние проблемы и неопределенность, знайте, что вам не причинят никакого вреда. Никто не будет вас смущать. Вы победите своих противников, победите все угрозы и займете свое законное место, осознав свою истинную сущность как любимое дитя всемогущего Бога. Никто не сможет вам противостоять. Победа уже ваша. Признайте, что вас не выбрали, вы победили. Радуйтесь своей победе. Доверьтесь моей непоколебимой защите. Я сверну горы ради тебя. Стойте твердо в вере, молитесь с убежденностью и ходите с непоколебимой силой в сердце. Отчаянию и печали нет в тебе места. Я знаю о проблемах семьи, которые тяжелым бременем ложатся на ваше сердце и причиняют боль. Вы можете искать моменты отдыха, уединения и молитвы, чтобы успокоить свою душу. В эти времена мой Святой Дух утешит и исцелит вас. Вам не суждено ни бесконечной печали, ни чувствовать себя обремененным прошлыми ошибками, неудачами и разочарованиями. Пишите комментарии с верой. Мое доверие основано на безусловной любви Бога. Мое чувство к вам твердо, как скала, постоянный свет во времена тьмы вокруг вас. Я здесь, чтобы поддержать вас, когда вы чувствуете себя подавленным, напомнить вам, что поражение не ваша судьба. Ваше чистое и прекрасное сердце не должно прятаться в тени страха. Пусть он сияет радостью и отмечает свое место в этом мире во имя веры, которая нас объединяет. Ты мой любимый сын, маяк, излучающий мою любовь, и через тебя я проявлю бесконечные чудеса. Не бойтесь отчаяния. И выход на пенсию для вас не вариант. Вы пионер, который принимает вызовы и прокладывает путь к благословениям, которые я приготовил для вас. Я расширяю ваше духовное понимание, чтобы вы осознали свою жизненно важную роль в будущих поколениях. Бесчисленные души будут тронуты вашей непоколебимой верой. Не расстраивайтесь и не чувствуйте себя недооцененным, ведь у каждого испытания есть своя цель. Сохраняйте свою позицию твердой, ваша вера поддержит вас, когда она пошатнется. Наслаждайтесь словами, которые я предлагаю вам. Ищите меня в молитве, когда почувствуете усталость. Помните, что я с вами внутри вас и что мои благословения находятся в пределах вашей досягаемости. Ваши проблемы рухнут, ваши противники будут побеждены. Верьте в меня, любите меня своей преданностью, и я сотворю чудеса в вашей жизни. Послушайте мои наставления, чтобы успокоить свою душу и рассеять тревоги. Отдай мне свое сердце без остатка, доверьтесь моему плану для вас. Я желаю не твоих страданий, а жизни, полной радости и процветания. Преклоните колени передо мной с полной отдачей, и я дам вам силы выстоять. Не позволяйте вашей вере поколебаться, ибо без прочного якоря вас внесет буря отчаяния. Свяжитесь со мной, позволь мне царствовать в твоем сердце, чтобы ты обрел стабильность и покой. Пусть ваша вера растет, двигайтесь вперед, никогда не отступайте. Сделайте этот решающий шаг, отдай мне свою жизнь на вечность. Каждый день – это возможность побыть вместе, стать свидетелем чудес творения и получить обильные благословения. Единство и процветание будут сопровождать вашу семью, а ваши враги будут побеждены.
Награда за то, что вы следуете за мной, вечная победа. Благодарю вас от всего сердца, признайте мои благословения, и мы откроем перед вами новый горизонт. Продемонстрируйте свое доверие к Богу, написав: «Бог – мой щит и моя постоянная защита», раскрыв бесчисленные дары, которые уже получены, приняты вами и теми, кто всегда присутствовал, обогащая ваш путь жизни и счастья, придавая ему цель и устойчивость. Конечно, проблемы и препятствия сохранятся, но после тщательного размышления вы осознаете мудрость и понимание, приобретенные в каждом опыте, а также укрепить свою веру. Сделайте это сейчас, выразите свою благодарность, позвольте мне услышать сладкий звук вашего голоса, ваши слова, наполненные благодарностью. Будьте благодарны за существование, за воздух, который наполняет ваши легкие, за свою семью и даже за обстоятельства, которые, какими бы несовершенными они ни были, отметили ваш путь. Кажется, скоро вы пройдете новыми путями, откроете ответы и обретите новые смыслы. Однако на данный момент выражение благодарности является обязательным. Будьте благодарны и во времена радости, и во времена боли. Ценные испытания, неудачи и даже горький опыт, поскольку в них лежат обучение и рост. Посмотрите в зеркало и поблагодарите себя. Преобразующая сила благодарности огромна, и начиная с сегодняшнего дня вы станете свидетелем замечательных чудес и преобразований на своем пути. Хотя многие вокруг них поверхностно улыбаются, их души ищут истинную цель и взывают к ответам. Поделитесь чудом любви в своем сердце и расскажите о переполняющей вас радости, освещающей не только вашу жизнь, но и жизни других, когда вы распространяете любовь. Почувствуйте себя окруженным миром, гармонией, благополучием и благословением, без забот и сомнений. Свободные от напряжения на этом новом рассвете. Знайте, что я услышал ваши молитвы, увидел ваши слезы и почувствовал ваши тревожные мысли. Когда ты ложился, я был рядом с тобой во времена страха, и ты просил меня о мужестве, силе, мире и безопасности. Проснитесь сегодня окрепшими, духовно обновленными, готовыми мужественно противостоять вызовам. Там, где когда-то царили хрупкость и отчаяние, теперь царит решимость. Там, где когда-то преобладал страх, теперь процветает вера. Вчера неопределенность потрясла ваши структуры, но сегодня вы остаетесь твердыми и полны решимости преодолеть. Встаньте и идите вперед, ибо я разжигаю в вас жгучее стремление к победе. Доверьтесь моей силе, ведь именно я вел вас сюда и буду тем, кто поможет вам одержать победу над испытаниями. Препятствия могут показаться внушительными, но знайте, что для моих сил их не так много. И если я завел тебя так далеко, я не оставлю тебя во всех битвах, с которыми ты столкнешься, я буду рядом с тобой с любовью и решимостью. Вы более чем победительны, любому противнику суждено поддаться вашей храбрости. Получите от меня решимость, необходимую для преодоления всех препятствий, ибо ваша миссия – преодолевать и жить в изобилии. Теперь отврати взор свой от забот и приди ко мне. Эта поездка является частью большого плана. Укрепите свою веру моими словами, наполните свое сердце моими обещаниями и позвольте страху рассеяться в свете моего присутствия. Вы способны справиться с любым испытанием и выйти победителем. Сделайте шаг вперед сегодня, поддержанный моей любовью. В конце дня поговори со мной еще раз. Я буду готов даровать вам особое благословение.
Поднимитесь, шагните вперед и вступите в битву с силой моего Святого Духа. В своем противостоянии ты непобедим, ты не слаб, ты пропитан силой, окутан моей любовью и моей верой. Помните, что все возможно верующему. Я люблю тебя, и все будет хорошо. Доверьтесь моему идеальному выбору времени, поскольку я готовлю вам путь к получению долгожданного благословения в нужное время. Без церемоний и сюрпризов дарую вам мир и терпение. Используйте их с умом. Пишите комментарии. Я благодарю Бога за то, что Он является основой моего существования. Не поддавайтесь импульсивно сильным эмоциям. Избегайте принятия важных решений, не обдумав их и не посоветовавшись. Держитесь подальше от сложных ситуаций и недоразумений. Получите это сообщение как маяк, чтобы предотвратить ложную дружбу. Я здесь, чтобы помочь вам. Я лишь прошу вас набраться терпения. Не спешите брать на себя финансовые обязательства, у вас достаточно ресурсов. Я не хочу, чтобы вы ставили под угрозу свое будущее. Вскоре твоя жизнь засияет ярким светом, и ты почувствуешь мое заботливое присутствие. Я разорву узы, связывающие вас, освободив вас от влияния других, и намечу новый путь, по которому вы должны следовать. Это наша тайна, договор между нами. А пока умолчи о своих планах и стремлениях, держите при себе то, чего мы планируем достичь вместе. Вокруг вас есть завистливые и нескромные люди, готовые посмеяться над вашими стараниями и попытаться обескуражить вас. Вспоминая прошлые неудачи, я действовал поспешно, открывая дела, которые не соответствовали моей цели и были обречены на крах из-за отсутствия прочного фундамента. Он строил замки из песка, а когда возникали проблемы, они исчезали, оставляя его обескураженным и беспомощным. Но теперь ваше сердце обновлено и уверено в успехе всех своих будущих начинаний. Я обещаю благословить тебя. Возможности откроются в изобилии, а бремя облегчится. Я буду влиять на сердце вокруг вас, ваших друзей, вашу семью и даже власти, чтобы они относились к вам с сочувствием и поддерживали ваши дела. Не бойтесь сопротивления, пока вы доверяете мне и действуете честно, никто не сможет вам противостоять. Те, кто попытается, потерпят поражение и не смогут восстать против вас, а другие в страхе отступят. Знай, что я с тобой каждый день до конца времен. Мои слова принесут исцеление, моей силы достаточно, чтобы восстановить и возвысить тебя. Если вы чувствуете себя недостойным моего присутствия, знайте, что ваша вера и смирение привлекли мое внимание. Я хочу жить в твоем сердце, принося исцеление и освобождение. Своим прикосновением я разорву сковывающие тебя цепи, рассеяв твою боль и страх. Небеса откликаются на мой голос, я обращаюсь к вам напрямую, потому что желаю вам радости, мира и уверенности в светлом будущем. Проведение времени со мной позволяет мне окутать тебя своей реальностью, своей глубокой любовью и защитой от вреда. Это наследие, которое я предлагаю вам сегодня. Верьте всем своим сердцем, вы не обречены страдать за свои прошлые грехи. Даже в беспокойном мире вы одержите победу, приняв с верой свое бремя. Если ты иногда плачешь без видимой причины, знай, что это желание твоей души моего присутствия. Ваши близкие могут уехать, но я всегда рядом с вами, предлагая вам благословение и утешение. Пей из источника моей благодати,
и ты никогда больше не будешь жаждать. Ваша вера и преданность делу принесли исцеление. Ваш дом – это мой дом, где я благословляю и защищаю вашу семью. Прокомментируйте: «Я хожу верой, ибо Бог – автор моей истории, давая вам больше, чем может вместить ваш разум». В этот момент заметите вспышку печали в своих глазах. Я наблюдаю тяжесть усталости на его лице и прекрасно понимаю его поиск смелости двигаться вперед. Мужайтесь, подойдите ко мне с уверенностью, потому что ничто не оправдывает проведение ваших дней в состоянии демотивации или отсутствия надежды. Я твой отец не в далекой стране, а здесь, рядом с тобой, всегда присутствующий, даже когда ты на мгновение теряешь меня из виду. Теперь протяни мне руку и встань. Мы вместе бродим по коридорам твоих мыслей. Откройтесь мне, поделитесь своими страхами, объясните причины своего отчаяния. Что касается вас, подумайте об отказе от своей судьбы. Мир может быть враждебным. В детстве его глаза сияли любопытством, а улыбка была свободной. Но последовавшие за этим разочарование и предательство уменьшили его надежду, его смех и ослабили его дух. Твоя любовь уменьшилась, твое доверие угасло, и твоя вера в меня ослабла. Но поверьте мне сейчас, я знаю тебя так же близко, как знаю все звезды на небе. Точно так же, как я назвал каждую звезду по имени, я осознаю каждое бремя, которое вы несете. Даже если боль минимальна, мы говорим на одном языке, и я точно знаю, как вас утешить. По мере нашего продвижения вперед позвольте мне отвести вас в место, где вас глубоко любят, где вашу истинную сущность узнают и ценят в каждый момент, днем и ночью. В этом месте ты поистине дитя божественное, созданное по образу Создателя Вселенной. Помните это, и если вы снова споткнетесь, помните, что в самом возвышенном месте Вселенной есть особое место, отведенное исключительно для вас. Ничто не может отделить вас от этого места. Глубоко в моем сердце ты защищен всеми правами одного из моих детей. Ты можешь искать меня каждое утро, даже если ты чувствуешь себя недостойным. Не обманывай себя, ибо своей кровью я купил твою жизнь, и никакая сила не сможет вывести тебя из этого места. Хотя Вселенная дрожит, ничто не может ее разделить, ничто не может разлучить тебя с моей любовью. Вы стоите твердо, продолжаете сражаться, живые и стойкие. Вы решили поверить в мои обещания, и это наполняет вас божественной и сверхъестественной силой. Ничто не может превзойти его, никто не сможет победить его. Запомните эти слова и продолжайте сопротивляться непрекращающимся атакам врага, который пытается вас напугать и заставить отказаться от своей мечты. Но это не победит, ты моя, и могучей рукой я защищу тебя, своим сияющим мечом защищу тебя. Ваша победа всегда в моем слове. Увидь отражение моих обещаний и знай, что я люблю и ценю тебя. Сложнее всего бороться со своими собственными эмоциями, которые иногда могут заставить вас чувствовать и думать неправильные вещи и вызывать у вас депрессию. Не позволяйте мимолетным эмоциям влиять на вас, не верьте, что вы побеждены проблемами, с которыми столкнулись, и не позволяйте страху плохих новостей или, казалось бы, негативных ситуаций одолеть вас, потому что я всегда контролирую вашу жизнь. Я делаю все для блага тех, кого люблю, и ты среди моих любимых. Своей кровью я очистил тебя, я наполнил тебя своим духом. Я дал тебе силу стать всем, кем ты можешь быть.
Оставайтесь едиными со мной искренним сердцем, всегда ища прибежище в моей любви, принимая мое слово. Знайте, что даже ваши ошибки будут преобразованы, ваша семья со временем будет процветать. Вы станете свидетелем роста, реализации своих мечтаний и реализации планов, которые я для вас изложил. Иногда вы неизбежно почувствуете усталость, совершенно естественно, что испытания отбрасывают темные тени, заслоняющие ваш путь. Вы можете чувствовать себя подавленным. Но это не ваша правда. В самые темные часы я буду твоим проводником. Не бойся, мой дорогой сын, потому что твой отец, который любит тебя, никогда не оставит тебя. А теперь скажи мне, ты мне веришь? Ты находишь утешение в моих объятиях? Я единственное священное и сверхъестественное решение всех ваших проблем. Напишите в комментариях: «Боже, я верю, что ты превратишь любое испытание в победу». Я тот, кто направляет твои шаги, открывает двери и расчищает твой путь. Я — поддержка, которой ты можешь доверять, твой защитный щит. Судьба вашей жизни и судьбы вашей семьи находятся в моих руках. Окутанная моими любящими объятиями, сегодня ты чувствуешь мое присутствие с настоящей и неоспоримой интенсивностью. Со смирением и благодарностью ожидайте моего руководства, готовые выслушать мой голос. Держите эти слова при себе, держите их рядом с собой. Проблемы прошлого теперь преодолеваются с уверенностью и верой. Даже если твои глаза не видят моей силы, почувствуй мое присутствие. Доверьтесь чудесам, которые я могу совершить в вашей жизни и жизни ваших близких. Будьте восприимчивы к моему призыву, и я мягко проведу вас в священном путешествии, где моя воля восторжествует под утешительным звуком моего голоса. Штормы утихнут, и моря обретут покой. Не позволяйте отвлекающим факторам мира затмить ваше видение, оставайся твердым в моем направлении. Оставайся сфокусированным, каждый новый день – это ценная возможность преодолеть проблемы прошлого. Освободите себя от груза забот, потому что я здесь, чтобы обновить ваш разум и сердце. Начните трансформацию своими словами, отказываясь сеять негатив в свою жизнь. Пусть мудрость и слова ободрения текут из ваших уст, не верьте лжи, которую шепчет враг, ведь для меня нет невозможных вещей. Пожалуйста, примите мое предложение безусловной любви и поддержки. Я не обещаю легкого путешествия, но обещаю быть рядом с тобой, укрепляя тебя своей силой. Я люблю тебя и желаю тебе благополучия. Готовы творить чудеса, которые вам нужны. Крест, который я нес, не был напрасным. Я претерпел боль, чтобы дать тебе новую жизнь. Я удалю все разочарования и разочарования из ваших сердец, дарую вам новую радость и надежду, которые могу дать вам только я. Верьте в меня и в трансформацию, которую я могу произвести в вас. Пусть радость сменит печаль, пусть решимость сменит отчаяние. Простите себя и с уверенностью следуйте за мной, потому что я ваш проводник в этом мире, а моя любовь – ваш конечный пункт назначения. Примите мое предложение со смирением и мужеством, потому что я готов внести мощные изменения в вашу жизнь. Поверьте, я полностью преобразю вас, чтобы другие восхищались вашей обновленной силой и радостью. Отдай мне свое сердце сегодня, и я наполню его радостью и облегчением.
Вместе мы преодолеем испытания, которые терзают вас, ведь вы были выбраны для победы и для других своей простотой и чистотой сердца. Позвольте мне вести вас к жизни, полной цели и смысла, где мое присутствие будет вашим постоянным светом на вашем пути. Напишите с любовью: «Я следую Божьему водительству во всех сферах своей жизни». На жизненном пути вас и вашу семью будет окружать аура гармонии, мира и блага. Я здесь, чтобы вывести вас из бури, чтобы вы могли выйти победителями. Моя любовь к тебе нерушима, и где бы ты сейчас ни находился, я желаю, чтобы твое сердце наполнилось глубоким чувством, приносящим радость и прогоняющим печаль. Почувствуйте, как бремя спадает с ваших плеч, каждый шаг становится легче, и новая сила продвигает вас вперед. Это время триумфа, даже когда бушуют бури и дуют сильные ветры, даже когда волны грозят опрокинуть вас. Под моими крыльями ты в безопасности, под защитой моей безусловной любви. Я понимаю шрамы предательства, раны ненависти и муки разочарования. Вы не одиноки в своем путешествии, я разделяю вашу глубочайшую боль, моменты вашей уязвимости, ваши слезы и муки. В моем присутствии нет осуждения, только любовь и понимание. Вы находитесь на пороге победы, и ничто не может остановить вас, даже когда трудности кажутся непреодолимыми, а в ваших мыслях доминирует неуверенность. Помните, что я рядом с вами, укрепляя вашу веру, обновляя ваши надежды и направляя ваши шаги. Не беспокойтесь о тех, кто пытается вас обескуражить. Ваши слова и аргументы не могут ослабить их решимость по мере того, как вы движетесь к своей победе, в то время как они остаются в поражении. Поверьте мне, доверьтесь своему сердцу, и вы найдете в себе силы преодолеть любое препятствие. Если ты чувствуешь себя одиноким, помни, что я всегда здесь, готовый направить и утешить тебя. Твоя значимость для меня неизмерима, а моя любовь к тебе вечна. Победа близка вам, и я здесь, чтобы убедиться, что вы одержите ее в нужное время. Освободите себя от бремени, лежащего на ваших плечах, поскольку вам не суждено жить жизнью, полной тревог и беспокойств. Доверьтесь мне, я открою двери и сотворю чудеса в вашей жизни. Я управляю днями и ночами и всегда здесь, чтобы успокоить ваши страхи и беспокойства. Не бойтесь будущего, потому что я все контролирую. Не позволяйте неопределенности украсть ваш покой, потому что я здесь, чтобы провести вас сквозь бури. Тебя любят больше, чем ты можешь себе представить, и моя рука всегда протянута, чтобы помочь тебе в трудную минуту. Поверьте, имей смелость и силу. Ваше путешествие может быть трудным, но вы не одиноки. Я здесь, рядом с вами, готовый направить вас к победе. Ваши испытания могут быть трудными, но вы сильнее, чем думаете. Он пишет: «Присутствие Бога в моей жизни – мое величайшее богатство». Я свидетель ваших столкновений, вашей борьбы и моментов разочарования. Напоминаю вам, что во времена величайших испытаний я демонстрирую свою преданность. Ваша величайшая победа – это ваша вера в меня, и ваш поиск моего присутствия отражается на вашем пути, преодоление препятствий, предпринятая борьба и ваша постоянная стойкость раскрывают вашу внутреннюю силу. Ваша смелость поразительна, и ваша решимость меня трогает. Знай, что я никогда не бросал тебя. Некоторые могут приписать свои триумфы удаче, но за каждым успехом стояла моя могучая рука. Это послание призвано напомнить вам:
не позволяйте беспокойству поглотить вас, не позволяйте страху украсть ваши мечты. Осмельтесь мечтать о многом и решать сложные задачи с уверенностью, что я смогу воплотить ваши проекты в реальность. Подумайте о своей смелости на протяжении всего путешествия. Вспомни, казалось бы, непреодолимые времена, которые ты преодолел с тех пор, как доверился мне. Он не проиграл ни одного сражения. Так что позвольте своему сердцу отдохнуть и продолжайте доверять. Я знаю, что сохранять спокойствие и веру может быть сложно, особенно во времена невзгод и конфликтов. В эти времена заглушите голоса страха и неуверенности и сохраняйте веру в мои обещания. Я глубоко любил тебя еще до твоего рождения. Я наметил для твоей жизни великолепную судьбу, всегда готовя для тебя что-то необыкновенное. Я никогда не пренебрегал ни одной нуждающейся душой, я по-особому заботился об их жизни, в каждую минуту уделяя внимание каждой детали. Я всегда рядом с тобой. Не позволяй печали занять место в твоем сердце. Наполните его радостью и двигайтесь вперед с верой, потому что победа неизбежна, и то, что я приготовил для вас, превосходит ваше воображение. Ты моя любовь. Комментарий. Боже, мое безопасное убежище среди жизненных бурь. Я свидетель битв, с которыми вам пришлось столкнуться, моментов отчаяния и борьбы, которые вам пришлось пережить. Никогда не забывайте, что именно в самые трудные времена моя преданность наиболее очевидна. Ваша вера в меня, ваше величайшее достижение и ваш постоянный поиск моего присутствия отражает путь вашей жизни, преодолеваемые трудности, преодолеваемые невзгоды, а ваша неутомимая стойкость свидетельствует о вашей непоколебимой внутренней силе. Ваша смелость достойна восхищения, и ваша решимость трогает меня. Знай, что я никогда не покидал тебя и что каждая твоя победа – заслуга моей могучей руки. Это послание является напоминанием о том, что нельзя позволять беспокойству поглотить вас, чтобы страх не украл ваши мечты. Имейте смелость мечтать о многом и решать задачи с уверенностью, что я смогу реализовать ваши проекты. Подумай о своем мужестве на этом пути в моменты, когда казалось, что выхода нет, но ты упорствовал, доверяя мне. Вы ни разу не проиграли битву. Поэтому позвольте своему сердцу отдохнуть, продолжайте доверять, потому что я знаю, что сохранять спокойствие и веру может быть сложно, особенно во времена невзгод и конфликтов. В эти моменты заглушите голоса страха и неуверенности и двигайтесь вперед с уверенностью, зная, что мои обещания верны. Я люблю тебя глубоко, еще до того, как ты родился. Я наметил великую судьбу для твоей жизни, всегда готовя что-то необыкновенное. Я никогда не пренебрегал ни одной нуждающейся душой, я всегда заботился о тебе по-особому, заботясь о каждой детали в каждый момент. Я всегда рядом с тобой, готов помочь тебе. Не позволяй печали проникнуть в твое сердце. Наполните его радостью и продолжайте путешествие с верой, потому что победа неизбежна, и то, что я приготовил для вас, превосходит ваше воображение. Вы за пределами слов. Давайте помолимся за этот день, возлюбленные. Дорогой Бог, сегодня мы собрались перед Тобой, признавая Твою верность, которая превосходит все обстоятельства и вызовы жизни. Вы наша опора, наша сила, наша непоколебимая поддержка. Посреди бурь, во времена неопределенности вы – наша безопасность, свет, который направляет наши шаги к миру.
Боже, мы оглядываемся назад и видим бесчисленные моменты, в которых Твоя верность проявлялась в нашей жизни от первого луча света утром до последнего вздоха ночи. Твоя защитная рука сопровождает нас, и Твоя милость поддерживает нас. Даже когда мы чувствуем себя слабыми и беспомощными, Ты – наше прибежище, место, где мы находим утешение и обновление. В испытаниях и невзгодах, когда тяжесть мира кажется непосильной, мы помним, что Вы верны. Среди боли Ты наш целитель. В минуты одиночества Вы наша постоянная компания. Среди слез Ты утешитель, который сушит наши глаза и дает нам надежду. Боже, Твоя верность подобна маяку, сияющему во тьме и ведущему нас домой. Даже когда наши собственные шаги спотыкаются, Ты держишь нас и поднимаешь. Можем ли мы полностью доверять Тебе, зная, что Ты никогда не оставишь нас беззащитными? Молитвой мы хотим обновить нашу веру в Тебя, верный Боже. Пусть мы будем свидетелями Вашей верности во всех сферах нашей жизни, в наших отношениях, наших финансах, нашем здоровье и наших самых сокровенных мечтах. Пусть Ваша верность станет якорем, поддерживающим нашу веру, дающим нам смелость уверенно противостоять любым испытаниям. Мы вкладываем в Вас наши заботы, наши сомнения и наши страхи, зная, что Вы верны и выполняете все Свои обещания. Давайте проживать каждый день с благодарностью в наших сердцах, прославляя Вашу верность, которая никогда не подводит. Господь, мы продолжаем эту молитву с глубоким благоговением, понимая, что даже когда наши собственные силы иссякают, Твоя верность остается непоколебимой. Во времена отчаяния, когда кажется, что всякая надежда потеряна, Вы — свет, освещающий наш путь, показывая нам, что Ваша верность — якорь нашей души. Да будем мы всегда помнить Твои обещания, Боже, которые суть да и аминь во Христе Иисусе. Пусть Ваше Слово будет проводником, который приведет нас к Вашей воле, обновляя наш разум и преобразовывая наше сердце. Дай нам мудрость признавать Твою верность среди невзгод и смелость упорствовать в вере, зная, что Ты вчера, сегодня и вовеки те же. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством Вашей верности, отражая Вашу милость и любовь ко всем, кто нас окружает. Даруй нам, Боже, смирение, чтобы всегда доверять Тебе, зная, что в Твоей верности мы обретем успех, безопасность и истинный мир. Давайте же ходить в общении с Тобой, полностью доверяя Твоему водительству и заботе во всех сферах нашей жизни. Пусть Твоя верность, Боже, будет нашим гимном хвалы, воспетым с благодарностью и почтением ко всему, кем Ты являешься, и ко всему, что Ты делаешь. Наполните наше сердце уверенностью в Твоем постоянном присутствии и Твоей вечной любви. Даже когда мы сталкиваемся с бурей и встречным ветром, мы знаем, что можем доверять Тебе, потому что Ты – Бог, который никогда не подводит. Излей на нас, Отец, Твою благодать и милость, чтобы мы могли устоять во времена трудностей и скорбей. Пусть Твоя верность будет вокруг нас щитом, защищающим нас от нападок врага и укрепляющим нас на нашем духовном пути. Помоги нам помнить, Господь, что Ты добр во всем и что Твоя верность передается из поколения в поколение. Пусть мы доверяем Тебе всем сердцем, не сомневаясь в Твоей любви и заботе о нас. Пусть наша вера будет построена на Твоей верности, Боже, и пусть мы поделимся этим свидетельством с миром вокруг нас. Пусть люди увидят в нас свет Вашего присутствия
и почувствуют влечение к нашему живому свидетельству. Давайте прожить каждый день в тесном общении с вами, полагаясь на вашу верность, которая будет направлять и поддерживать нас. Пусть наши отношения с вами крепнут с каждым мгновением, когда мы ощущаем глубину вашей любви и верности в нашей жизни. Даруй нам, Боже, благодать жить по воле Твоей, всегда стремясь чтить и прославлять имя Твое во всем, что мы делаем. Пусть наши слова и действия отражают вашу верность, чтобы другие могли увидеть и поверить в преобразующую силу вашей любви. Мы верим в Твою верность, о Боже, и отдаем Тебе всю нашу жизнь. Пусть мы спокойно покоимся в Твоих любящих объятиях, веря, что Ты будешь верен и сдержишь все свои обещания среди жизненных проблем и испытаний. Мы знаем, что можем найти утешение и силу в Вашей верности. Мы немедленно восхваляем Тебя, Отче Небесный, потому что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, во все времена, при всех обстоятельствах. Ваша преданность никогда не поколеблется. Вы наша скала, наша сила, на которую мы можем полностью положиться. Прости нас, Господи, за то, что иногда перед лицом невзгод мы сомневаемся в Твоей верности. Укрепите нашу веру, чтобы мы могли всегда доверять Тебе, зная, что Ты – Бог, который выполняет свои обещания. Пусть ваша верность станет светом, который сияет в наших сердцах, рассеивает тьму сомнений и страхов. Позвольте нам довериться Вам всем сердцем, зная, что Вы достойны всего нашего доверия и преданности. Пусть мы будем живыми свидетелями Вашей верности в нашей жизни, разделяя с миром безусловную любовь, которую Вы питаете к каждому из нас. Пусть наша жизнь станет отражением Вашей любви и верности, привлекая других к Вашему присутствию. Наполни нас Духом Твоим Святым, Боже, чтобы мы могли жить по воле Твоей и исполнить цель, для которой Ты нас создал. Во всем, что мы делаем, давайте прославлять Твое имя и распространять Твою верность по всей земле. Пусть Твоя верность станет основой, на которой мы строим нашу жизнь, поддерживая нас в буре и направляя нас к Твоему вечному царству. В каждый момент радости, в каждый момент боли Ты с нами, держа нас в своих объятиях своей стойкой любовью. Сегодня, Господь, мы хотим возобновить нашу веру в Твою верность. Мы знаем, что даже когда мы чувствуем себя слабыми, Вы – наша сила. Даже когда мы чувствуем себя потерянными, Вы – наш проводник. В Тебе мы находим прибежище и безопасность, ибо Твоя верность подобна стене, окружающей нас. Дай нам, Господь, благодарное сердце, чтобы мы могли признать и прославить Твою верность во всех сферах нашей жизни. Пусть каждый вздох будет напоминанием о Вашей стойкой любви, и пусть каждое благословение будет принято с благодарностью и хвалой. Помоги нам всегда верить в Твою верность, зная, что Ты верен и выполняешь все свои обещания. Я никогда не оставлю Тебя и буду защищать Тебя от всех опасностей. Великое полотно Адвента наполнено смыслом Твоего образа жизни, дитя мое. Ваше присутствие на этой планете не случайное событие, скорее, это назначенная Богом роль с особой миссией. Оставьте свой след и сияйте своим блеском. Арене нужны дары, которые вы можете доставить наиболее эффективно. Освободитесь от правил, которые удерживают вас в жизни, полной бессмысленных занятий и поверхностных желаний. В мире, где часто ценят конформизм, важно быть верным себе. Следуйте своему сердцу и идите менее протаренной дорогой,
часто это единственный способ найти величайшие сокровища. Следуя своей интуиции и действуя в гармонии с тем, кем вы являетесь на самом деле, вы сможете построить жизнь, богатую как материальными благами, так и опытом. Помните, вы не одиноки в этом. Когда вы сомневаетесь, любящий и прекрасный Бог направляет вас. Он с радостью спасет вас, и Его любовь безусловна. Несмотря на ваши проблемы, Он призывает вас преодолеть их и полностью реализовать свой потенциал как божественно одаренной личности. Благодать от Бога изобилует, и Он признает ваше величие, даже если вы этого не признаете. Имейте в виду, что чувствовать грусть или боль – это нормально. Даже если это вас раздавит, такие эмоции нормальны для человека, отправляющегося в приключения. Однако ваша борьба не должна определять вас. Перед лицом невзгод Божья любовь заставляет вас упорствовать и в конечном итоге одержать победу, потому что Он с вами, несмотря ни на что. То, что вы испытываете, не определит, кем вы являетесь, но может стать катализатором вашего личного развития. Когда вас одолевают сомнения, это помогает вам сосредоточиться на своей вере и признать, что вашей жизнью управляет высшая сила. Хотя сложно увидеть общую картину, точно так же, как кажущаяся маленькая часть головоломки на самом деле имеет решающее значение для завершения целого, ткань вашего представления – это ваш образ жизни, а ваш рост и мотивация – продукт вашего опыта. Никогда не недооценивайте свою ценность и никогда не забывайте о своих способностях. Ваше присутствие одновременно пугающее и прекрасное, и у вас есть возможность оказать положительное влияние на мир вокруг вас. Двигайтесь с любовью, состраданием и сочувствием как вашим компасом. Один из способов изменить ситуацию – способствовать развитию торговли и почтить праведных – это поделиться своими уникальными талантами и принять цель своей личной жизни. Оставляйте свои благословения и аминь в комментариях. Верьте и доверяйте способностям этого ангела. Они могут быть прекрасным ангелом-хранителем. Если вы верующий человек, я искренне ищу людей, которые обогащают мою жизнь и раскрывают во мне лучшее во всем, что я делаю. Люди, с которыми я хочу построить значимые отношения, должны вдохновлять, провоцировать и поддерживать. С другой стороны, я бы предпочел держаться подальше от людей, которые могут оказать негативное влияние на мой прогресс или мой образ жизни. Это поможет мне освободить место для личного и профессионального роста, что приведет к улучшению жизни в целом. Боже мой, это чудесно, что ты ищешь направление в своем сердце. Я хотел бы обратиться к вам и направить вас на путь самопознания, который будет расти с каждым нашим совместным шагом. Ваше стремление к любви и удовольствиям является отражением вашего подлинного и заботливого духа. Способны ли вы также почувствовать утешительные объятия моего бесценного Небесного Отца? Сегодня мы здесь, чтобы выразить вам нашу глубочайшую благодарность и любовь. Пожалуйста, примите нашу вечную благодарность за спасение, которое мы получили через вашего Сына Иисуса Христа. Несомненно, чтобы извлечь выгоду из этого блага, хорошо известно, что люди не обладают всеми знаниями в мире. Непонимание – обычное чувство, удивительно, но оно может быть и разным, и скучным. Даже если никто этого не понимает, знайте, что есть кто-то, исполняющий Божью волю и точно знающий, через что вы проходите. Этот человек будет рядом, чтобы утешить вас, как бы плохо ни обстояли дела.
благодаря своей огромной мудрости и глубокому знанию каждой детали. Я надеюсь, что он поможет мне безопасно преодолеть любые трудности, которые могут возникнуть. Из-за своей серьезности и распространенности трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, часто могут ощущаться как тяжесть, которую мы не можем поднять. Хотя в тот момент это может показаться невозможным, имейте в виду, что даже в самые худшие времена может возникнуть желание решительности. Измените эту фразу, поделившись этим видео и ища мудрости, силы, мужества и силы у Господа. Это может помешать вам продолжить намеченную последовательность событий. На протяжении своего жизненного пути вы обязательно встретите множество невероятных вещей, которые вызовут у вас благодарность и изумление. Даже в самых разнообразных бюрократических системах неожиданные возможности, случайные встречи или даже малейшие проявления доброты со стороны незнакомцев могут привести к чудесным результатам. В последние дни этого месяца вы можете испытать радикальные перемены в своей жизни, которые существенно повлияют на ваше будущее. Вы можете ожидать важного поворотного момента или серии постепенных корректировок, которые со временем заставят вас переоценить свою точку зрения. Когда вы начнете отходить от секуляризма, вы можете обнаружить, что ваша интуиция – ваш лучший проводник к божественному. Вы можете обнаружить, что по мере того, как набираетесь опыта и тренируете свои духовные чувства, вы больше гармонируете с присутствием Бога. Слушайте мои слова с необычайной серьезностью и вниманием. Я собираюсь поделиться с вами посланием надежды и вдохновения. Это противоречит убеждению моей компании в том, что впереди лучшие дни и что мы должны смотреть на свою судьбу с оптимизмом. Высшее существо, создавшее Вселенную и все, что в ней содержится, обратилось к тебе, мое дорогое дитя, со словом наставления и ободрения. Верьте в свою интуицию и следуйте ей при принятии решений. Он хочет, чтобы вы сосредоточились на самых сокровенных желаниях и намерениях своего сердца, прежде чем принимать важные решения или предпринимать большие шаги. Настоятельно рекомендуется войти в контакт со своим внутренним «Я» и сосредоточиться на его направлении. Сделав это, вы сможете лучше понять свои истинные желания и цели, а также то влияние, которое ваши действия могут оказать на вас и окружающих. Прямо сейчас высшее существо, управляющее всеми явлениями и всей жизнью, умоляет вас разжечь внутри вас огонь энтузиазма. Это сообщение срочное и важное. Иногда просьба не маленькая, а скорее призыв к действию, требующий вашего полного внимания и решимости. Разжечь внутри себя огонь страсти – вот задача, мой дорогой друг. Все, что я пытаюсь сказать, это то, что в этом путешествии у вас будет компания. В какое бы время вы ни переживали, я буду здесь, чтобы помочь вам. Не стесняйтесь обращаться ко мне, если вам нужен кто-то, кто вас выслушает, с кем можно поплакать или просто кто-то будет рядом с вами. Я всегда рядом с тобой. Вместе мы сможем преодолеть эти препятствия, и я активно над этим работаю. Желание моего сердца – поделиться новостью о том, что я лично нанял группу небесных существ, часто называемых ангелами, чтобы помочь мне в этом начинании. Отвечая на ваш вопрос, да, я полностью посвятил себя преодолению этих препятствий и процветанию с помощью моих ангелов. Привет, мой дорогой друг. Я знаю, что жизнь иногда может быть напряженной и утомительной,
но отложите свои заботы и доверьтесь мне. Успокойся, перестань нервничать и подумай о моем плане, потому что я хочу, чтобы ты знал, что я приготовил для тебя фантастический финал. В конце концов, оно того стоит, уверяю вас. Я понимаю, что вы, возможно, потеряли часть энтузиазма на этом пути, но очень важно, чтобы вы снова нашли то, что вас волнует. У меня есть для вас абсолютно фантастический и удовлетворяющий финал, поэтому очень важно, чтобы вы снова поволновались. Приготовьтесь быть удивленными и преображенными благодаря необыкновенному и уникальному опыту. Давайте приготовимся насладиться путешествием, которое нас ждет, ведь оно будет поистине необыкновенным. Мои глубочайшие чувства признательности и уважения к вашему небесному присутствию наполняют мое сердце, когда я готовлюсь присоединиться к вам сегодня. Я был тронут этим откровением и хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы от всего сердца поблагодарить вас за безграничные благословения, которые вы мне дали. Вы все были такими щедрыми и добрыми, и я чувствую себя невероятно счастливым, получив столько доброты и милости. Конечно, если ты чувствуешь то же самое, я чувствую необходимость подчеркнуть важность привязанности к тебе в это время, мое любимое дитя. Мои учения в жизни вращаются вокруг любви. Это сама суть того, кем я являюсь, и величайшая заповедь. Я молюсь о том, чтобы вы любили друг друга безоговорочно, как я любил вас. Любить ближнего, как самого себя, значит даровать милосердие, терпимость и прощение каждому встречному. Позвольте любви внутри вас проявиться через ваши слова и действия благодаря вашей любви. Жизнь людей можно изменить, а разрушенный мир можно исцелить. Именно внутри вас начинает развиваться любовь. Не забывайте быть добрыми к себе в трудные времена. Забота о себе с изяществом и знание того, что вы чудесно созданы, питают ваш разум, тело и дух. Сосредоточьтесь на желании, которое приносит любовь. Я здесь, чтобы предложить вам силу и утешение посреди вашей борьбы. Ищешь ли ты прибежище и утешение в моей любви? По сути, я являюсь нерушимым якорем шторма, стремящимся к единству среди коллег и исцелению в их личных отношениях. Отбросьте свое эго, свою враждебность и свой отдел. Следуйте своему блаженству, совершенствуйте свое ремесло и избавьтесь от боли. Ты отражаешь мои чувства и одновременно исцелишь разрушенный мир. Возможно ли, что ваш образ жизни также является доказательством воздействия любви? Распространяйте свою любовь к окружающим во время прогулки. Моя любовь к тебе огромна. Никогда не забывай, что я здесь ради тебя. Любовь должна направлять каждую вашу мысль, слово и действие. Я молюсь, чтобы в это время вы тоже смогли ощутить глубину моей любви. Ты, мой любимый сын, да будет благословен Бог. Аминь. Если ты недавно наткнулся на это видео, моя дорогая, у твоих ангелов-хранителей есть специальное послание специально для тебя. Несмотря на вашу неосведомленность, реальные живые существа соревнуются за вашу привязанность. Ангелы сказали нам, что вы настолько привлекательны, что с вами хотят быть несколько человек. Сердца потянулись к тебе. Некоторые люди очень надеются, что вы сможете восстановить их чувства к ним. Вы целы, полны энергии и счастливы благодаря жизням двух других людей. Несмотря ни на что, они сделают все, чтобы вы решили поделиться своей любовью с ними,
потому что они так сильно вас хотят. Это может вас удивить и затруднить доверие. Вы тоже можете в этом сомневаться, но прийти к соглашению не должно быть трудно, и вам не следует удивляться, когда два человека соревнуются за вашу привязанность. В конце концов, почему некоторые люди не любят тебя? Эти люди осознали, насколько вы замечательны, и хотели бы провести остаток своей жизни в качестве вашего партнера, несмотря на ваше неодобрение. Два человека соревнуются за вашу привязанность. Этот пост должен был помочь вам увидеть, как они пытаются украсть вашу привязанность. Один из способов узнать это – наблюдать за их взаимодействием с вами и за темами, которые они поднимают в разговоре. Кажется, что все пытаются превзойти друг друга, чтобы завоевать твое сердце. При неожиданном повороте событий они могут начать действовать по-другому или даже перестать принимать это на свой счет, если поступят наоборот. На самом деле интенсивность наших чувств часто может заставить нас вести себя иррационально, как будто нас одолевает мощная сила. Пусть даже во времена неопределенности наша вера будет непоколебимой, зная, что Ты – Бог, который сдерживает свои обещания. Ничто не может отлучить нас от Твоей любви. Пусть наша жизнь станет живым свидетельством Твоей верности, о Боже. Пусть наши слова и действия откроют Твою доброту и любовь миру, который отчаянно нуждается в надежде и утешении. Пусть ваша верность вдохновит нас жить свято и праведно перед Вами, всегда стремясь исполнять Вашу волю и следовать Вашими путями. Пусть мы будем находиться в близости с Тобой каждый день нашей жизни, полностью доверяя Твоей верности, которая поддержит и направит нас. Ты – Бог, который никогда не подводит, чьи обещания тверды и истинны во все времена и при любых обстоятельствах. Иногда, Господь, мы испытываем искушение усомниться в Твоей верности, когда сталкиваемся с трудностями и испытаниями. Однако Ты – тот же Бог, который привел нас сюда, который поддержал нас во время штормов и вел нас с любовью и милосердием. А Отец, укрепи нашу веру, позволив нам полностью доверять Тебе, даже когда Твои пути кажутся непостижимыми. Пусть наша жизнь станет ярким свидетельством Твоей верности, Господь. Пусть наши слова и действия покажут наше непоколебимое доверие к Тебе, позволяя нам жить достойно Твоего призвания, демонстрируя миру преобразующую силу Твоей верности в нашей жизни. Пусть среди неопределенностей мира мы найдем утешение и надежду в уверенности в Твоей верности. Будем постоянно помнить Твои обетования, которые всегда подтверждаются во Христе Иисусе. Мы находим покой, зная, что Вы всегда с нами, какие бы трудности мы ни столкнулись. Пусть Ваша верность вдохновит нас еще больше искать Вашего присутствия и жить в тесном общении с Вами. Пусть наше сердце наполнится благодарностью за Твою доброту и бесконечную верность. Пусть наша жизнь будет приношением хвалы и поклонения Тебе, о верный Бог. В моменты слабости Вы – наша сила. Во времена сомнений Ты наш свет. Во времена отчаяния Ты наш покой. Твоя верность не знает границ, а Боже, ибо она простирается от вечности в вечность. Дай нам благодать полностью доверять Твоей верности, даже когда дует встречный ветер и бурные волны угрожают поглотить нас. Пусть наша вера будет непоколебимой, основанной на уверенности в Твоей вечной любви и обещании Твоего постоянного присутствия. Да научимся мы покоиться в Твоей верности,
Боже, зная, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Не позволим обстоятельствам жизни поколебать себя, но пребудем тверды в уверенности в Твоей неизменной верности. Пусть Ваша верность вдохновит нас жить жизнью благодарности и хвалы, свидетельствуя миру о Вашей безусловной любви и непоколебимой верности. Давайте смело провозглашать величие Вашей верности в любой ситуации и месте. Пусть наша вера в Твою верность позволит нам смело и решительно противостоять жизненным трудностям, зная, что Ты верен в выполнении всех своих обещаний и что для Тебя нет ничего невозможного. Пусть Ваша верность будет нашим якорем среди жизненных бурь, нашим надежным убежищем в трудные времена. Пусть мы найдем утешение и надежду в уверенности в Твоей вечной любви, зная, что Ты никогда не оставишь и не покинешь нас. Во имя Иисуса, автора и совершителя нашей веры, мы молимся. Аминь. Мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нам на этом пути размышлений и молитвы. И если этот контент нашел у вас отклик, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше такого духовного вдохновения. Ставьте лайк, если вам посчастливилось получить это сообщение. Ваше взаимодействие помогает нам охватить больше людей и распространить свет веры. Поделитесь этим видео со своими близкими, чтобы вместе мы могли построить сообщество поддержки и любви. И не забывайте следить за следующим видео, которое автоматически появится на экране. Вас ждут и другие моменты размышлений и вдохновения. До скорой встречи, пусть мир всегда будет с вами.